Чего с ним только не делали. Испытывали светом и темнотой, обильно поливали и, напротив, надолго оставляли без влаги. Пытались заморозить и сжечь под жаркими лучами, даже травили химией. Но почти всегда он выживал. Борщевик Сосновского занимает сегодня в Коми 5600 гектаров. Говорят, все, что не делается к лучшему, может, и в ненавистном сорняке есть свои плюсы. Анна Зубарева расскажет не только о необычных методах борьбы, но и о еще более необычном использовании геркулесовой травы. Приготовьтесь удивляться. Динамика распространения борщевика по-настоящему пугает. Зонтики гигантского сорняка каждый год дают миллионы новых семян, которые ветер разносит на километры вокруг. И вот там, где еще пару лет назад этого растения и в помине не было, сегодня заросли. Геркулесову траву и косят, и травят химией. Последний вариант по нраву далеко не всем. А потому ученые из Гатчины придумали свой экологически чистый и даже приносящий пользу метод борьбы. Заросли борщевика агрономы посадили к клубни топинамбура, и за 2 года он полностью вытеснил ненавистный сорняк. Борщевик гигант, да, то топинамбур супергигант. И он полностью поглотил его, потому что у борщевика корневая система 30 сантиметров, а у топинамбура там более 3-4-5 метров. Наши погодные условия топинамбуру вполне подходят. Зеленая груша не требует особенного ухода и успешно размножается даже на неплодородных землях. И в Коми уже появились последователи гатчинского эксперимента. Сыктывкарка Ганна Холопова, например, готова высадить клубни земляной груши в заросли борщевика рядом со своим домом. Благо с топинамбуром они давние знакомые. 11 лет назад растение начали выращивать ее родители. Затем культура перекочевала и на огород самой Ганны. Сейчас, правда, на Альпийской горке только 2 куста, но горожанка твердо намерена увеличить популяцию. Я знаю, что много инулина. И очень хорошо помогает для тех, кто болеет сахарным диабетом. Очень полезно и для кормящих матерей. Вот у кого исчезает молоко, можно просто в еду добавлять вот тот же порошок. Но я лично использую листья. Как я использую? Значит, я завариваю. И вот из этого чая зеленого делаю льдинки. И после каждого умывания на горячее лицо я просто льдинкой умываю, омолаживает, убирает морщинки. Официально борьба с борщевиком началась 6 лет назад. В 2015-м его документально признали сорным растением. Впрочем, попытки избавиться от геркулесовой травы начались раньше, когда жители юга Коми поняли, насколько опасно это растение. Впрочем, как это ни удивительно, есть и те, кто тотальное уничтожение борщевика считает не самым правильным решением. Вопрос непростой, потому что, например, борщевик, ведь с точки зрения, если сельхозтоваропроизводителя, не такая уж плохая кормовая культура. Он очень рано появляется весной, когда сразу после таяния снега, когда еще другие ни сенокосы, ни пастбища еще не поспели. Потом у него высокая урожайность очень, от 1000 до 1200 центнеров с гектара. Агротехнические затраты по его возделыванию очень низкие. И у нас есть сельхозтоваропроизводители, которые даже не хотят отказываться от борщевика. От нашего главного зеленого врага можно получить пользу. Этому сорняку-переростку вполне реально найти применение, твердят ученые. Одни предлагают делать из стебля борщевика материалы для электродов суперконденсаторов. Другие разработали из экстракта геркулесовой травы и володушки наноантибиотик, который может быть использован для заживления тяжелых ран. Третьи считают, что спиртовой экстракт из гигантского растения помогает извлекать золото из руды. Известны эксперименты по выработке спиртов, биотоплива и древесного угля. А ученые из Коми опытным путем выяснили, борщевик ускоряет рост овощей. Буквально где-то года 2 назад мы произвели исследования по борщевику, по соку борщевика. Сок борщевика, обрабатывали его также с помощью электродинамической кавитации, оборудование, которым я владею лично. И получилось, что жмых борщевика после удаления сока является отличным органическим удобрением. А сок после этой обработки электродинамической кавитации является более хорошим биологическим стимулятором. Стимулятором роста. Стимулятором роста. Еще мало того, еще и лечебным средством.
а именно помогает восстанавливать костно-мышечные ткани человека. Научное обоснование уже есть, все, что нужно, это просто наладить производство. А для этого, само собой, необходимо вложение. И все-таки мнения сегодня разнятся. Кто-то считает, что из борщевика можно получать прибыль и пользу. Другие, например, медики, выступают за уничтожение геркулесовой травы. В Сыктывкарский травпункт каждый год обращаются пострадавшие. Сок борщевика, как известно, очень токсичен и в солнечную погоду вызывает ожоги, потемнения от которых в некоторых случаях не проходят годами, а порой остаются на всю жизнь. Это такая печать борщевика на теле. Страшно даже представить, что может случиться с ребенком, если он попадет в заросли зеленого чудовища. Детям лучше просто не подходить к этому растению, обходить его стороной. У детей у некоторых возникает идея, что если это вредное растение, то хорошее дело – это взять там его, затоптать или палкой сбить, или что-то, в общем, неправильная реакция. Правильная реакция будет отойти в сторонку. Чем меньше людей пострадает от борщевика, тем лучше. Вот ребенок должен помнить. Поскольку сегодня кошение – самый распространенный вид борьбы с гигантским сорняком, специалисты напоминают о полном обмундировании. Одежда должна быть из плотного материала, на руках водонепроницаемые перчатки, на ногах резиновые сапоги и лицо обязательно прикрыть. Даже высохший яд борщевика на одежде сохраняет обжигающую способность. Вот на перчатках чуть-чуть влаги видны. Вот эти перчатки надо помыть теперь под краном большим количеством воды, потому что они станут опасны. А если уж попал яд на кожу, тогда обязательно надо хорошенько промыть пораженный участок. В течение 2-3 дней защищать его от солнечного света. И, конечно же, обратиться к врачу. Это важно знать каждому. Уже 10 наших муниципалитетов в плену опасного сорняка.